Да, да, пожалуйста. Меня зовут Оксана Бернацкая, я тоже по образованию педагог. Сейчас у нас, я живу в Боровлянах, но у нас центр досуга взрослых и детей «Эко жизнь». Поддерживаю Марину совершенно с тем, что нужно работать все вместе в местном сообществе, чтобы какие-то были итоги, какие-то результаты. Только так. Потому что вот я так и обозвала, что широкая и инклюзия, и интеграция в обязательном порядке. Про проекты немножко расскажу. Первый проект 2 года тому назад мы делали с Центром поддержки семьи, это Минская организация психологов. Мы его делали совместно, вот вдвоем организаторы и плюс школы. Был фестиваль у нас в Боровлянах, Батьки фест. Ну, в Боровлянах немножко больше людей живет, 53 тысячи населения в Боровлянском сельском совете. И он тут все живут, если Минска, поэтому у нас вроде с одной стороны деревня со своими нюансами деревенскими, потому что, а с другой стороны есть и такие люди, которые, знаете, которые уже там богатые. Да, они считают, что ну что я тут 7 минут до Минска, я в Минск поеду, что тут в этих Боровлянах. Поэтому вот наша организация 3 года работает в Боровлянах уже. И я сама первое время возила ребенка в Минск на какие-то кружки, там еще что-то. А сейчас я говорю, зачем? У нас в Боровлянах вполне себе очень даже есть прекрасные и педагоги, и разные руководители различных кружков. И мы вот как раз-таки тем занимаемся, чтобы организовать этот и досуг, и обучение, и школьникам, и детям. Как говорят, не отходя от класса, не отходя от дома. Вот мы очень тоже плотно работали со школами. Мы установили стенды такие, там наши психологи писали какие-то, знаете, рекомендации по детско-родительским отношениям. Потом мы в клубе местном, у нас местный клуб там на 200 человек, мы пригласили таких очень известных в Минске психологов двоих и сексолога. Именно по семейным отношениям собрали людей, пригласили, и вот очень было это. А там мы проводили еще семейные такие родительские встречи, то есть был психолог, объявлялась какая-то тема, там, допустим, компьютерная зависимость у детей. Психолог, родители приходили, свои какие-то вопросы задавали, психолог ответы, то есть ну, какой-то, были там еще другие всякие темы. Вот это такой был у нас проект. Потом был второй проект, который тоже вот ПАК нам поддержал, проект «Будь активным». Этот проект, он такой очень обширный, скажем так, но начинали мы тоже. Мы начинали со школы. Я ходила по школам, у нас в Боровлянах 3 школы и гимназия. Я ходила по школам, по классам, рассказывала о проекте. Проект состоял из 3 частей. Первая часть и вторая – это образовательные. Первую часть мы обучали блогеров, вторую – проектных менеджеров. Сейчас это модно, это популярно, это все. А потом блогеры скооперировались с проектными менеджерами, они разрабатывали какие-то свои проекты, был конкурс проектов, и выиграли 3 проекта, которые потом они получили мини-гранты, дети, по $300 вот на проект, и они сами их реализовывали. Первый проект – это был творческая мастерская с таким упором, скажем, на то, чтобы использовать вторичные вещи. Допустим, мы шили какие-то сумки из старых джинсов. Там. То есть, ну, вот такой момент. Это сами дети предложили. Вот я что хочу сказать и поддерживаю Марину, что когда мы заинтересовываем детей, дети потом сумасшедшие идеи какие-то предлагают. И, конечно, когда мы их опять поддерживаем, это идет как снежный ком. То есть дальше больше. Второй проект был, это «Зеленый дозор». Вот, тоже мы устраивали эко-квесты. У нас лесопарковая большая зона в Боровлянах, и тоже вот мы собирались там в определенном месте возле памятника. До этого там руководитель этого проекта, она пробегала там какие-то, прятала конвертики с заданиями. И все, и дети ходили, искали вот 2 команды, эти конвертики с заданиями, и по ходу собирали мусор. Тоже, в принципе, вот как бы это интересно, это модно, это вот весело. И третий проект, тоже вот у нас 3 проекта выиграли, и мы их потом реализовывали. Это инклюзивный клуб.
инклюзивный клуб «Игротека». То есть у нас в этом клубе дети здоровые, дети с инвалидностью, родители тоже. И мы вот такое у нас такая, знаете, вот такая широкая сплошная инклюзия, погружение. И вполне себе мы сейчас очень сотрудничаем, есть такая федерация «Питанка» и «Боча». Оказался мой старинный друг, председатель этой федерации. Вот, и мы играем, это такие, сейчас в Европе везде играют, такие металлические шары, их бросаешь, кто дальше добросит. Да, чем они хороши? Нет, это на улице можно играть, боулинг это там же специальный зал надо, а питанка это вот, собрались площадка 10 на 10, они есть даже и для зала, шары набитые песком. Они в какой-то точке определенной. Да, есть шанет, маленький шарик, вот его сначала бросают, и потом вот эти металлические шары, кто ближе добросит. Игра очень простая, и она чем хороша, что вот у нас мальчик на костылях, у нас там дети в колясках инвалидных, пожалуйста, то есть нет никаких ограничений. Бабушки, дедушки там приходили, все играли, все. И вот у нас сейчас продолжается тоже такой проект, нам поддержала Бузма белорусами, инклюзивный клуб «Воробьянская толока». Вот. Мы проводим эту игротеку, вот опять-таки тут у нас и взрослые, и дети, тут на этой фотографии детей нет, это наши вот вяжут тут, собираются мамы, у нас такая мама Space, пространство мам, которые в декрете, там где-то с маленькими детьми, у нас в Боровлянах очень большая проблема с детскими садами, поэтому мамы сидят там до 4-5 лет, потому что ну, невозможно. Домов понастроили, а да, нету, и поэтому вот они, а что, а им скучно, а им грустно, и все. Поэтому мы вот собираемся, шьем, вяжем там что-то такое, а дети в это время с воспитателем там, играют. Также мы проводим паб-квиз, вот у нас там с подростками, сейчас тоже это очень модно, типа КВН, ну такое вот, да, команды. С подростками наш психолог проводит, мы просматриваем какие-то интересные кинофильмы, и потом обсуждаем. То есть это вот такая. И сейчас, я уже коротенько, вот сейчас у нас идет, буквально вот сейчас мы только начали, 11 числа у нас был первый этап, ну вот 11 числа марафон щедрости «Свои для своих». Мы в прошлом году, мне вот за 2 недели до Нового года щелкнуло, что у нас в Боровлянском сельсовете 107 человек, которые одинокие совершенно пенсионеры, у которых вообще никого нет, никаких там родственников. И как-то, блин, вот мне вот, и я говорю, ну просто кинула клич там среди своих, давайте вот мы соберем какие-то подарки, просто поздравим их с Рождеством, с Новым годом. Ну, 107 подарков мы не собрали, было мало времени, но 56 подарков мы собрали, и там мне соцзащита, я очень плотно работаю, я сама когда-то работала в исполкоме, управляющей делами, поэтому я продолжаю с ними работать и совместно. Они мне подсказали, кто самые нуждающиеся, и мы с детьми тоже, я уже сюда не выкладывала фотографию, с детьми загрузили, там поехали, собрала я там друзей своих предпринимателей, кто-то поехал, купил там 10 килограмм крупы, кто-то масло, кто-то ящик мандаринов, ну, сформировали такие подарки, и дети ездили, вручали. Я вам говорю, что это настолько такой момент единения произошел, когда сначала они такие, звонишь в домофон, ну вот вам принесли подарок, ну а кто там, сельсовета? А кто? Соцзащиты? Нет. Так а кто? Ну вот просто соседи. Соседи, да. Соседи. И вот, ну людям, как это вот? И когда эти дети приходили, вручали им этот подарок, они там эти уже какие-то там карамельки свои где-то по зауголям, там этих детей уже там, кто-то там одному вообще коробку шоколадных конфет, я говорю, блин, вот. Ну, тоже сели дети, потом чаю попили, вот, и бабушкам, этим дедушкам радостно, и этим... Пообщаться даже интересно. Пообщаться, да, поэтому, вот, и поэтому сейчас, в этом году, мы решили этот марафон щедрости «Свои для своих», и я вот, в принципе, честно вам скажу, что я вот и с вами сейчас говорю для того, чтобы вот мне очень хочется, вот это вот, чтобы это расходилось такое, чтобы вот этот вот «Свои для своих», да, потому что у многих людей сейчас есть такое, знаете,
ой, вот знают многие, что я занимаюсь там социальными вопросами, а подскажите, какой лучше детский дом поехать там что-то отдать? Я говорю, люди, не надо, детский дом у них в плане, скажем так, материального обеспечения уже вот так вот. У них там, особенно эти, которые возле Минска, под Минском, там у них со всех дыр уже все сыпется, валится. Есть, конечно, которые где-то вот там в глуши, там да, тяжело, и мы тоже ездили сначала туда. Но я говорю, вы оглянитесь вокруг, потому что, может быть, с вашего подъезда у кого-то семья страдает, там случилось что-то, там, я не знаю, там, не дай бог, кто-то умер, кормилец, или разошлись, или еще что-то. Вот. И мы начали так. И наша самая большая радость в том, что, вот я говорю, мы начали за 2 недели, за 2 месяца в этом году. Сначала мы вот собирали 11 числа для малообеспеченных семей. У нас есть в Копищах такая деревня, где социальный дом, и там многодетные семьи, по 5-6 детей, и в основном там такие родители, страшно. И вот я вам говорю, что там насобирали коробок, мы вчера сидели целый день, их перебирали, фасовали, что где детская, где взрослая, вот сейчас повезем. Потом у нас будет благотворительная выставка-ярмарка, потому что вокруг нас уже начали ремесленники собираться, какие-то что-то они творят там. И я говорю, давайте вот 10% от прибыли, значит, на благотворительность, пожалуйста, мы предоставим вам офис, там, организуем это все. Вот, и повезем 28-го этим вот в этот социальный дом. А ноябрь-декабрь будем собирать вещи, продукты уже непосредственно для этих наших одиноких пенсионеров, будем их вручать. И самое радостное то, что эко-жизнь это я. У нас то, что подключились местные. Вот это вот Белвиан, они там производят какие-то мармелады, попкорны, позвонили мне, говорят, Оксана, мы хотим поучаствовать. 47 килограмм мармелада нам подарили, все, мой договор о спонсорской помощи с ними заключили, но тем не менее, что люди вот сами говорят, мы следим за вашей деятельностью, мы вам доверяем, давайте вот, пожалуйста. Организация, да, это большое достижение. Да, значит, вот у нас это умняшка магазин, тоже они игрушками торгуют, там это все тоже, вот Оля мне говорит, мы с директором дружим давно, она говорит, все, я собрала коробку там всяких развивашек, там всякое такое. То есть, и люди, конечно, школы участвовали, тоже делали какие-то поделки, что-то такое, потому что я говорю, если мы вот раньше, в прошлом году этим пожилым просто продуктовые такие подарки сделали, то в этом году вот наши мамы, которые рукоделием занимаются, они там вяжут корзинки какие-то, мы вот в них туда что-то загрузим. Дети тоже делают какие-то поделки свои, все, у них там есть же эти... на трудах они шьют там, и мы с заучами поговорили, что я говорю, может, прихватки какие-то, фартушки, что-то такое. Вот, и поэтому мне кажется, что вот когда только в действии мы можем говорить много и долго, а когда мы начинаем какие-то вот делать дела, все, народ как-то подтягивается, подключается. И всё. Конечно, сразу вот мы говорили, что, конечно, тяжело было сразу. Вот этот вот наш такой какой-то лидерский потенциал, вот что, есть какая-то подозрительность, да. Что-то или она с этого что-то поимеет, вот, или она там что-то, кто-то ее вот там вот, понимаете, что-то. Но все равно, может, вы понимаете, что только по делам судятся о людях. Поэтому постепенно вот это все как-то, мы первые 3 года тому назад, наше самое первое мероприятие, я специально, у нас на территории Боровлянского сельсовета хоспис детский, и вот они на тот момент достраивали новое здание, и мы сделали тоже такой благотворительный концерт, приехали там, собрали, там, позвонили по своим связям артисты там, приехал там Жура Колдун был, там кто там, Крестов у нас был, Лариса Грибалева, наша местная деревенская, да, еще там, вот, приехали, бесплатно выступили, а жители купили билеты, все, и мы 3 миллиона на тот момент перечислили хоспису. Вот. То есть это такое, знаете, вот какие-то такие, надо начинать с таких дел, которые, они всем, как это говорят, вин-вин, победа-победа, да, то есть всем хорошо от этого. Вот так. Поэтому, спасибо. Да,